Обеспечение горячим питанием начальных классов, работа образовательных учреждений с 1 сентября по новым санитарным требованиям были рассмотрены на совещании под председательством Владимира Путина. Как было озвучено, с 2013 года питание обеспечивалось только за счет региональных и муниципальных средств, либо за счет родителей учащихся. Бесплатно оно было доступно лишь льготной категории из малообеспеченных или многодетных семей, а также детям-сиротам и инвалидам. В этом году глава государства поставил задачу, чтобы до 1 сентября 2023 года все ученики младших классов во всех субъектах были бы обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. На текущий год предусмотрено финансирование на сумму около 22 миллиардов рублей. Подготовлено, соответственно, распоряжение о выделении средств тем субъектам Российской Федерации, где все без исключения школы готовы организовать горячее питание. Таких регионов 58. В оставшихся субъектов Российской Федерации требования о полной готовности всех школ не выполнено. И, соответственно, средства им пока выделяться не могут. Где-то есть несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели все подготовить. Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы. В этой связи мы пришли к выводу, что надо изменить правила предоставления федеральных средств так, чтобы регионы, которые ранее не могли претендовать на это, получили субсидию уже в этом году. Ее размер будет рассчитываться, исходя из количества школ, которые полностью готовы предоставлять горячее питание, ну и числа учеников начальных классов. В остальных же школах, которые пока не готовы, финансирование организации горячего питания будет идти за счет средств регионов. Федеральные средства для этих школ они начнут получать только после того, как приведут их в соответствие с установленными требованиями. Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов Российской Федерации и прошу администрацию президента взять это на контроль, довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах Российской Федерации пользовались теми льготами, по сути, это льгота, бесплатное питание для учеников младших классов, чтобы все дети в стране имели такую возможность, и чтобы все семьи этим могли воспользоваться.